8 лет назад в Абхазии появился Республиканский реабилитационный центр для детей с особенностями развития. С тех пор через него прошли десятки детей. Разные состояния и диагнозы. Количество нуждающихся в реабилитации детей увеличивается. За последнее время больше и чаще стали обращаться с различными расстройствами психологического развития. Это дети с задержкой экспрессивной речи, импрессивной речи, расстройства аутистического спектра, задержка речи с аутоподобным поведением. Вот за 2022 год и эти 3-4 месяца через нас первично прошли 80 и более детей, и в основном все с задержкой речевого развития. Среди них 9 с расстройством аутистического спектра. Сказать, что увеличилась заболеваемость, не могу. Может, диагностика улучшилась, вот ранняя диагностика. Исполнилось центру 8 лет. Со дня открытия ровно 8 лет. И через нас за эти 8 лет 550 более детей прошли. Из них 100-110 с ДЦП, разные нарушения опорно-двигательного аппарата, там со сколиозами, с плосковальгусными стопами. Кто издалека приезжает, остаются, и питание, и проживание, и реабилитация, все на бесплатной основе. Просто за последние 2-3 года на местах открылись разные реабилитационные центры. Были центры развития детей в восточной стороне, в Аджамчирском, в Кварчальском районе, в Гали. Туда ходят и уменьшились дети, кто на стационарное лечение приезжает. У нас это в центре 2 психолога, 2 логопеда, 2 дефектолога, массажистки, инструктор по ЛФК. Есть маленький бассейн с гидромассажом, хороший физиокабинет есть. По направлению врачей, если уже есть у них назначение, реабилитацию мы проводим. Конечно, хочется, чтобы материально-техническая база центра была большая. Да, это или человеческий ресурс тоже работающих там. Одних государственных денег на это не хватит. Это не хватает ни у одного реабилитационного центра в мире. Здесь должны быть доноры, должен быть попечительский совет. Да и сам реабилитационный центр тоже должен нарабатывать деньги. Вот тогда будет развитие, понимаете? Это не только наша проблема. Так работает весь мир. Через дорогу от центра Сухумская поликлиника. И не всегда увеличение количества пациентов реабилитационного центра связано с выявляемостью. Тенденция набирает обороты. И по словам главврача поликлиники Ады Абухба, с патологиями и различными отклонениями от нормального развития рождается немало детей. Задержка речевого развития это вообще на самом деле стало диагностироваться чаще. Но это не только наша проблема. Эта тенденция уже отмечается во всем мире. Все педиатры говорят о том, что да, таких детей становится больше. И даже Американская ассоциация педиатров буквально совсем недавно приняла такой возрастной рубеж, когда ставят диагноз задержка речевого развития 3 года. Хотя во время моей юности, конечно, это было много раньше.
ставили такой диагноз. Вот это связано с тем, что это проблема всего мира. С чем это связано? Конечно, это мультифакторная проблема. Это и репродуктивное здоровье молодой женщины, это и инфекционные заболевания, перенесенные ею, это и хроническая гипоксия, и недоношенность, когда повреждаются какие-то структуры мозга. Это и в более позднем сроке перенесенные заболевания у ребенка, менингит, менингоэнцефалит, когда повреждаются структуры головного мозга. Это и мутации генов. В общем, проблем много. Но, конечно, надо еще и сказать, и запущенность социальная тоже может быть причиной задержки речевого развития. Теперь главное, что сейчас важно, чтобы знали родители, что чем раньше выявлена проблема и чем раньше начат этот терапевтический комплекс с этим ребенком, тем быстрее ребенок заговорит. Это очень важно. Если родитель замечает, что его ребенок отстает в речевом развитии от своих сверстников, то нельзя, конечно, это откладывать в долгий ящик, надо идти и заниматься этой проблемой. Я этим занимаюсь уже 16 лет. Детской коррекцией уже занимаюсь 16 лет. 3 года в России работал и потом вернулся на родину. Вот здесь уже 13 лет я этим занимаюсь, работаю с детьми с особым развитием. А начинал с одного пациента. Казалось, такому специалисту-психологу нечем будет заняться в республике. Но нет, уже сегодня в центре постоянно занимается до 60 детей. И работает 4 специалиста. При этом в республике несколько подобных центров. Я вижу очень веселый, яркий, красочный кабинет, где дети приходят играться. Игра является как бы основной деятельностью ребенка, и мы через игру развиваем основные навыки, которые у ребенка отстают. Денис, вот за 16 лет работы, вот здесь в Абхазии, что вы наблюдаете? Увеличивается ли количество детей? К большому сожалению, увеличивается. А какой диагноз чаще всего? В основном, вот на данном этапе моей работы, это, конечно, задержка речевого развития. Имеется, что дети не разговаривают в 2 годика, 1,5. Имеется, что и многие родители говорят, не откликается на свое имя, не обращается, когда к нему родители обращаются, он не реагирует. Очень много обращений по этому поводу. Вот на той неделе даже 2 звонка, они говорят, вот он все понимает, но не говорит. Для меня очень важно, чтобы ребенок понимал обращенную речь. Вот что ему говорят, чтобы он понимал. Это как бы основной показатель того, что каких-то сильных проблем у ребенка может не быть. Имеется в виду, что когда ребенок понимает вашу просьбу, или когда он пытается вам показать, что он хочет. То есть контакт? Да, какой-то контакт. Имеется в виду, что есть дети, которые просто ничего не говоря, могут кричать, орать, и ты не поймешь, что они хотят. А если ты ребенка, он может не говорить, но показать, что он хочет, покушать, попить, игрушку хочет, это уже как бы для работы специалиста чуть облегчает. Что должен уметь делать ребенок в 2 года? Каждый ребенок по-своему индивидуальный. Я же говорю, многие родители, которые приходят, они говорят, он там в Ютубе там музыку скачивает, мультики смотрит. При этом дать ему пирамидку собрать он не сможет. Имеется, что через, как это называется, сенсорную он может собрать, а здесь в реальности он не может. Потому что у многих страдает мелкая моторика. Имеется, что у них и крупная моторика, и мелкая моторика страдает, они не могут собрать. Вот, скажем, если вы говорите элементарно, вот игра, которая на координацию внимания и концентрацию, имеется, что надо одновременно элементарная игра, элементарно надо шарик вести. Вот, элементарно. Для нас, для нас с вами, но для ребенка это может вызвать осложнение. Он может неправильно взять, он может не сконцентрироваться, не взять не тот шарик. Имеется, что очень, я же говорю, много факторов, которые могут это повлиять. Очень важно проверить слух ребенка, имеется, что слышит ли ребенок. Имеется, что бывали случаи, когда к нам приводили ребенка, а ребенок не слышал. Да, имеется, что надо вовремя это все факторы убрать. А вот так, чтобы, я же говорю, очень важно, чтобы ребенок понимал обращенную речь. Очень важно. Имеется, что, если ты ему сказал, дай мне красный кубик, и он тебе дает красный кубик. Или там, дай мне там корову,
или уровень подражания, как корова делает. При этом, да, здесь ничего сложного нету, но для ребенка с задержкой речевого развития это очень сложно. Вот смотрите, вот в год. Если мы говорим про речь, вот про речь. Ну, про зрительный контакт. Да, имеется, что он должен тянуться к предметам, хватать руками, брать, отбирать у вас. Имеется, что пытаться, где здесь написано, подражать звукам. Имеется, что какой-то лепет уже должен быть, да. У меня в руках одна из папок с заключениями детей, и тут десятки историй, десятки семей. Все картины я храню, имеется, что, да. На этапе коррекции у нее когда появилась речь, она начала так рисовать. Задержка речевого развития может быть и в структуре других заболеваний. Предположим, задержка речевого развития и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Или задержка речевого развития вместе с аутистическим спектром. Расстройство аутистического спектра. Или, предположим, в структуре ДЦП это может быть. Или в структуре других психических заболеваний. Но то, что касается лечения, современная тенденция тоже мировая такова, что медикаментозное лечение сводится к минимуму. Главное предпочтение отдается занятиям. Занятия постоянно. Надо понимать, что если ты успел до 5 лет заниматься с ребенком, то у тебя будет максимальный эффект, а потом эффект минимальный может быть. По необъяснимым причинам чаще всего аутизм и отставание речевого развития наблюдается у мальчиков. Но специалисты в один голос твердят, чем раньше ребенок получит квалифицированную помощь специалистов, тем больше шансов социализировать его, научить важным навыкам. Так случилось с Богданом. Он показывает хорошие результаты, прекрасно считает в уме, но продолжает ходить на коррекционные занятия к Денису. У нас мальчик очень прекрасный, математик. К Денису мы ходим 2,5 уже года. Вообще, когда вы заметили проблему? Сразу или вообще Нет, родители маленький понимают? был, маленький в Питере был. Около 1 года 7 ему было. Мы заметили. Крики и ручками хлопает. А так, в принципе, ничего такого. Контакт? Сейчас все нормально, тогда не было. Таких детей Денис в разговоре всегда называет «мои» и очень гордится их успехами. Я горжусь, у меня есть дети, которые уже ходят в общеобразовательную школу. Есть кто-то во 2 классе, кто-то пошел в 1 класс. В этом году у меня ребенок пошел в 1 класс. У меня, сейчас, конечно, не все дети, но человек 7-8 уже кто ходит в общеобразовательную школу. Есть, которые ходят дети в вспомогательную школу. Такие дети тоже есть. Конечно, хочется больше, но на сегодняшний день у нас неплохие результаты. Ну, вы говорите, у меня ребенок пошел в школу. То есть это как... Это же мой ребенок. Это мой, потому что я его взял, я с ним... Дети потом тоже... Конечно, они мне пишут, родители, кто-то там, бывают случаи, которые я уже с ребенком не занимаюсь. И мама пишет: Денис, посмотри, как он решает примеры. Это все дети с задержкой речевого развития. Многие дети выезжают в Питер, в Москву. Это с расстройством аутистического спектра. То есть речевого насколько? Вот, да. Это еще при том, что не все приносят. Если ты им говоришь, они говорят, принесем. Это все задержка, это расстройство аутического спектра. Это задержка речи. Чем раньше вы начнете, это уже доказано, имеется, что чем раньше вы начнете, тем будет больше эффект и результативность. Я с вами соглашусь, Нала. Если раньше люди пытались отталкиваться от этого, сейчас все-таки картина изменилась. Все-таки есть, отдельные случаи, когда приводят в 5-6 лет только. Сейчас более родители, я не знаю, может,
Да, да, более стали уделять внимание, больше читать. И вот они заранее уже, имеется, что она не отвлекается на имя. Меня это волнует. Имеется, что она не реагирует на просьбу. Нуждающиеся вот такой психиатрической детской именно помощи? Конечно, мы, как и все, у нас есть дети с психическими заболеваниями. Но надо сказать, что хоть у нас и нет коек детских, психиатрических, но вот такой градации, что психиатр там детский или он взрослый, такого в психиатрии нет. Психиатр может вести людей разного возраста. У нас в поликлинике ведет консультативный прием врач-психиатр Мачаваряне Гванца, в реабилитационном центре Александра Васильевна, тоже опытные доктора, которые работают в психиатрических диспансерах. Так что есть куда обратиться. Есть доктор Джиоева, тоже очень опытная. Так что есть куда обратиться. Но по статистике такова, что задержка речевого развития – это 10% от общего количества детей. А вот уже причины это самые различные. Иногда даже трудно определить. Что является причиной патологии, медицина пока не нашла точного ответа, да и каждый случай индивидуален. В Абхазии в целом тяжело назвать общее количество детей с особенностями развития, ведь некоторые пытаются лечить детей за пределами страны. Но многие патологии можно избежать, если правильно планировать беременность и соблюдать рекомендации врачей во время беременности. Асида Гургуля, врач-гинеколог, здоровье ребенка называет копилкой, которая начинает наполняться еще на этапе планирования беременности, но и завершает заполнение копилки, процесс родов и первые годы жизни ребенка. По поводу аутизма, да, вы задаете вопрос. К сожалению, внутриутробно это невозможно диагностировать. Единственная просьба ко всем нашим девочкам, кстати, замечаем в последнее время, что девочки стали читающие, грамотные, они приходят вовремя, они становятся на учет до 12 недель. Почему мы просим всех девочек становиться до 12? Это не раз, мы всем повторяем. Мы внутриутробно наблюдаем его в течение всей беременности. Вот сказать 100% здоровый ребенок или нет, ни один врач не скажет, ни один ультразвук не покажет. А общей картине состояния здоровья плода мы можем каждый триместр вот в копилочку как бы набираем вот данные о его состоянии. Чаще всего больше мы говорим о анатомической проблеме. Естественно, какие-то вирусные заболевания, стресс, все это может к какой-то патологии привести, но вовремя диагностировать тоже это надо. К сожалению, вирусные заболевания в наше время сейчас уже не лечатся. Вот они просто переносятся, женщина, и мы уже имеем дело с последствиями. Вот эти последствия мы уже наблюдаем. Не обязательно, если вирусным заболеванием девочка переболела, обязательно 100% оно приведет нас к каким-то порокам развития. Современная медицина позволяет выявить на этапе беременности различные патологии, например, синдром Дауна. Для этого и проводятся несколько скринингов на этапе беременности, которые, кстати, некоторые мамы считают порой ненужной нагрузкой. Краснуха чаще всего приводит к какой-то патологии. Остальные, да, к сожалению, да. Поэтому и к этому тоже можно подойти. За несколько месяцев до планирования беременности можно привиться. То есть прийти к врачу, и вам все доктор объяснит, как надо готовиться, чтобы дальше мы уже не сталкивались с проблемами, хотя бы теми, что могли уже предупредить. В контексте этого, конечно, нужно упомянуть и закон о запрете абортов. Прервать беременность даже в случае патологии по закону нельзя, но это уже другая история. Родить ребенка, да еще и здорового, становится сложно. А для Абхазии, где остро стоит демографический вопрос, эта тема приобретает особую актуальность и требует внимательного изучения и решения.